Если хочешь, мы можем сказать «Салим». Когда у нас Нет, у нас правило одного микрофона. Чуть Гера напрягает. Мы это записываем, да? Ладно, все, дубль 2. Go. Біздің бүгінгі жаңа студияға барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Әріптестерім, достарым, және бүгінгі менің сол жүргізушім Вика, және менің бастығым. Бүгін бізде жаңа жылдың алдында жаңа түсірілім. Сондай бір ток-шоу форматында, емін-еркін форматта өтеді. Және біздің бұл форматты бастамас бұрын, жалпы түсірілімді бастамас бұрын мен сіздерді осы бүкіл бэкграундты ұйымдастыруға көмектескен, бізге осындай атмосфера жасап берген Гераны таныстырғым келеді. Гера, қайдасың? Сәлем, достар. Сәлем, Гера. Бұл менікі студиям. Қош келдіңіз. Рахмет. Мы как в детском саду. Мы собрались, чтобы обсудить итоги года. Последние дни декабря всегда напряженные. Давайте сейчас вспомним не только эти дни, но то есть чуть-чуть выдохнем, расслабимся, вспомним год, поделимся впечатлениями о том, чем он вам запомнился. Ну и, конечно, планами на год следующий. У нас в компании есть такое правило одного микрофона. У нас микрофонов много, но мы будем передавать вот эту подушку, и она будет символизировать микрофон сегодня у нас. И я хочу дать этот микрофон, наверное, кому? Ну, Булату, да? Почему сразу я? Хорошо, Айке. Айка, нет, ты так красиво сидишь между двумя привлекательными мужчинами. Расскажи, вот год для тебя, каким он был? Можно в нескольких словах? Спасибо за вопрос, Вика. Я, во-первых, всем привет. Рада сегодня находиться в этой студии. Все классно, реально атмосферно. Спасибо вам за эту атмосферу. Вот. Год был... Вообще, у меня одно слово на этот год — это... Не знаю, как правильно выразиться, но энергия. Жесть. Жесть, ладно. Но на самом деле, да, очень много именно вот по работе было движа. Как бы столько проектов в этом году запущено. Вот. Не знаю, энергия просто била просто ключом. И усталость, с одной стороны, но с другой стороны большой... Уже отдохнула. Да. Я сейчас, это тоже было. Смотрел, нормально. Дубай. Да. Все Инстаграм смотрели. То есть все было, как бы при запуске, мне кажется, любого проекта, и вот эти up and downs, да, такие качели эмоциональные, но в итоге такое большое моральное удовлетворение. Вот, как Булат сказал еще, я успела все-таки отдохнуть. В общем, год в основном очень положительными эмоциями мне запомнился. У тебя слово года энергия, да? Да. Класс. Ну и жесть. Жесть. Да, передаю Ты можешь подушечку, сама передавать. Да. Айду. Вы заметите, Спасибо, подушечка, да, у нас Айка. брендированная. С подушкой, кстати, удобно. Здравствуйте, Ребята, Айда. сразу говорю, можно вообще... Как-то сразу- Психотерапевт, да? Да, вообще можно, знаешь, там полчаса вообще разговаривать, вы можете просто слушать. Помню, у нас Можете регламент париться. 5 Обнял минут. Мишку. Только дар Да, покажите. все. Тоже про год, да, наверное, Да. рассказать надо. Ну, да, все в курсе, что мы год начали... Ну, в стране начался так себе, да. Ну, никому не пожелаем, вот. И надеюсь, что в будущем вообще у нас не будет такого. С чем у меня он ассоциируется, наверное, с новым моим хобби, которое я для себя открыл. Хоть и начало было такое, и по проектам там, то здесь, то там мы что-то делали, да, там, и, ну, лично меня там с проекта на проект. Вот, а начиная вот с середины, это все как-то вот, не знаю, нашел новое хобби, начал заниматься плаванием. Потом и на работе, да, там, ближе к концу обычно всегда начинают разгоняться проекты, и, ну, скоро у нас уже запуски, вот, и чем ближе этот запуск, тем больше как будто работы, больше встреч, больше обсуждений, поэтому
Я думаю, что мы как будто не подводим итоги, да, а мы вот наоборот только-только начинаем набирать какие-то обороты. Как-то Новый год, да, сейчас так. Да, пауза ну, такая. как будто Разгоняемся. Новый год это так сейчас, как будто, вот, не знаю, там посередине просто будет праздник, мы его отметим и пойдем дальше. Вот. Ну и какие-то личные вот эти вот цели, которые были поставлены, они тоже достигаются благодаря команде, которая подарила неожиданно на день рождения вот слот, да. Мы хотим тебе подарить слот на участие в Ocean Mania. Кипре. Я слово года какое новое хобби. Новое хобби, да. Мне кажется, вот он говорит, это хобби, это вот у меня хобби. А у него это какая-то одержимость. Не, вы знаете, вот сейчас даже, да, после съемок, в принципе, у Айдена и у Булата тоже тренировки. Айден сказал, Да, я вот в 6 все выхожу, Почему у ничего не меня знаю. хобби, а у него одержимость? Потому что я не иду, а он идет. Да, даже так. И он еще меня Понимаете? заставляет. Не, вот ты когда ставишь цель, ты же хочешь достичь, да, даже вот... Я тоже хочу. Но у тебя это... У меня тоже слот есть. Самая офигенная мотивация – это не подвести команду. Поэтому читай. Да, сколько километров сразу? Я не хочу прийти туда такой, зная, что ты будешь плыть условно, да, там, возьмем 5 километров, и ты такой выйдешь из воды, и вот как у нас тренер говорит, такой, все, я никогда в жизни этим не буду заниматься. Охота прийти, такие, знаешь, на максимальной своей там форме и проплыть нормально, достичь каких-то хороших результатов и уйти. Поэтому я заставляю Булата ходить на тренировки. Потому что я кандидат, вот так выйду и скажу, все, я завязываю. Поэтому я передаю это слово. Это прекрасное микрофон, слово. Спасибо большое. Микрофон одна подушка. Представьте себе Так презентации интересно, с подушкой. подушку ходить. обнимать. Спокойно так. Ну, говоря об итогах, да, ну, на мой взгляд, правильно говорит Айден, год начался интересно у нас в стране. И, ну, я думаю, вот эти изменения, которые сейчас происходят, они к лучшему, я надеюсь, и верю, да, в это очень сильно. А с точки зрения итогов именно наших, профессиональных, чем для меня он ознаменовался, да, это тем, что я возглавил маркетинг, да, и вот для меня это было что-то вообще неизвестное, непонятное. Я помню, я начал собирать ребят, первую встречу помню, они все что-то говорят, какие-то проблемы озвучивают. Я мало понимаю, ну, слова знакомые, а значения не очень улавливаю. И я помню, я пытался вот наладить эту систему, какой-то конфигурации мы в итоге пришли, и вот начался июнь, а с июнем начались вот эти бесконечные запуски. Помните, у меня доска была, где там вот эти даты. Причем эти даты запусков, у них там промежуток был 2 недели. И я помню постоянно несчастное лицо Айгерим, которая такая, через 2 недели. Но, тем не менее, ребята справились. И вот что классно, я подведу итог. Я считаю, что вот, команда маркетинга, она настолько прокачалась, что сейчас вообще не страшно. Вот мы буквально с Айгерем вышли со встречи, там концепция запуска, и все так красиво, четко, да. Я уже думаю, это надо как-то продавать уже. Вот. Я рад, что дар вышел в свет, наконец-то, да, потому что у нас был такой период затишья с 2018 года после сделки. Все говорят, где вы, что вы делаете? Я думаю, каждого из вас спрашивали, да, что происходило с нами последние 3-4 года. И, если честно, этот вопрос меня напрягал немного, потому что он как бы челленджил, да, то, что ты работаешь в структуре, правильно ли ты все делаешь, да. Потом по рекрутингу начали там фидбэки приходить, мол, да нет, чем вы занимаетесь, непонятно, да. И вот, то есть это все совпало, и в первую очередь наши запуски лихорадочные, да. И вот это, как мы назвали это, агрессия, инфоагрессия. Вот эта наша инфоагрессия, она как раз-таки, причиной ей был как раз-таки отсутствие пиара. Да, и мы решили, надо заявлять о себе, у нас крутые проекты, крутые начинания, никто не знает. И буквально вот смотрите, сегодня декабрь,
к нам люди уже в очередь выстраиваются, хотят работать. Все знают дар, все слышали о проектах. Такой хороший позитив бренд awareness. Я считаю, это самый крутой результат, да, и я согласен с Айдом, это только начало. Большие запуски впереди, но о планах, я так понимаю, мы поговорим попозже. Говори. Да, а вот касаемо персональных итогов, не знаю, тоже начал ходить на плавание. Продолжил, наверное, правильно сказать. Еще какая мотивация? Я спокойно хожу 3 месяца, потом уезжаю, вдруг Айден там месяц походил, уже меня обгоняет. Такая бешеная мотивация у меня была. 3 месяца ходил, а он обгоняет. Почему так? Потом понял, что это просто он одаренный. Дело в нем, не во мне просто, да. И итоги какие? Если слово года, вот какое-то одно. Слово года – изменения. Изменения и в связи с изменением в стране, и в связи с изменением в функциональных обязанностях, и в связи с вообще тем, что, мне кажется, вот этот 22-й год, он наконец-то переходный год после вот этих ковидных времен. Все ждут от 23-го года что-то, да, я тоже жду. Наконец-то мы научились с ковидом бороться, мы научились комбинировать дистанционное, офлайновое, да, работу. Поэтому для меня изменения, я надеюсь, что они в лучшую сторону. Кинуть? Да. В лицо, Не да? влезу. Ай, спасибо, сейчас. Энергию спокойствия почувствовал? Почувствую себя в Мягкий. возрасте 50. Когда будет пузико, да, такой. Что за пиджама? Ранда. Слушайте, вот пока слушал вас, думал, что мне ответить? И начинаю вспоминать, что было в этом году. И я поймал себя на мысли, что я вообще не делю свою жизнь там по годам, потому что мы когда даже с друзьями обсуждаем, типа, а помнишь, это было? И все говорят, да, это в 18-м было, это в 17-м было, это в 21-м. Я такой, ё-моё. Для меня как будто вообще прошлое не делится по годам. Поэтому мне очень тяжело было вспоминать. Оно просто прошло. Да, реально. Я я постоянно думаю что-то наперед, на больше, чем про назад. И сейчас сидел, думал, реально, что в этом году было из профессионального такого. И вспомнил то, что, оказывается, это же в этом году было. Мне там в наследство отдали финтех, да, МФО. Прикольно, что мое имя означает наследие, Мирас, да, и мне в наследство дали финтех и МФО. Хотя нет, в принципе. Выбирали. Да. Да, и помню, была такой... Да, я помню, была еще такой, Мирас, ты вообще в кредитах что-нибудь делаешь, разбираешься? Я такой, да, конечно, что там кредиты? Нет, ты нормально понимаешь кредиты? Это как издалека он подошел. Да. Я говорю, нормально, разберемся. Ничего, разобрались. Да, действительно, вот в этом году запоминающееся, что было, это то, что инфошку начали запускать операционную деятельность, там, DOSIM проект запустили, Skyline запустили, все интеграции протестировали. Как раз до Техозимыза сидел и добавлял комментарии по анализу нашей деятельности по проекту DOSIM. В принципе, смотрю, действительно, много хороших квадратиков, я на квадратики делю презентацию, много хороших квадратиков. Это ретроспектива. Да. Вот. Что из личного? Все говорят о хобби. Но у меня хобби новое началось, теннис, 2 года назад. Но в этом году, наверное, из таких ачивментов, я помню, когда выиграл один турнир любительский, где я просто приходил, я из группы не выходил. Я такой думал, сволочь, я вас всех выиграю. Потом начал выходить из группы, потом в 1/8 вылетаю, потом в 1/4. Постоянно так растешь. Я помню, когда первое место взял, для меня такая радость была. И то есть, когда сейчас Айден говорит о новом хобби, когда у него первый achievement, там, заплыл там, Half Ocean Man, да, потом Ocean Man, потом лучший результат, лучший. И это реально драйвит, мне кажется, Булат, просто тебе нужно почувствовать первый вкус победы, да, да, пустить первую кровь, да, и потом ты прям загоришься, мне кажется, как Айден. Поэтому у хобби тоже есть разные статусы, да, которые ты obsessed, одержим, да, либо ты такой, пойдет, мне нравится, я получаю удовольствие, но не так, чтобы прям умирать. Поэтому, мне кажется, вопрос стадий и этапов по-любому к этому придешь. Сори, перебью. Почему хобби? Потому что ты ныряешь в воду. Да.
И вот этот весь груз, да, который за день скопился, вся вот эта энергия, она просто уходит. И ты плывешь и кайфуешь. То есть это такое, это своего рода медитация. Да. Вот. А рядом проплывает вот этот человек агрессивный, у которого это не медитация, а гонка на выживание. У него ноги там вот так, фонтан, кит. И я просто думаю, да. И он хочет, чтобы я таким же стал, а там у нас, в принципе, в группе такие все агрессивненькие, да, в плане компетишена. Да, наверное, надо. Сори, да. Не, ну, я говорю, то есть, может, меня Айден поправит, но когда он начинал, мне кажется, ты тоже сначала просто в кайф плавал, да? И сейчас в кайф плаваю. Да. Без такой одержимости, типа, быстрее, быстрее. Я плыву там в лучше. кайф, пока кто-нибудь меня не обгонит. Еще потом У тебя гонки. обостренное чувство соперничества есть, У него, правильно? да, наверное. Ну, Кипр дал почему-то свое в плавании, да, такое есть. Ну, до того, как тебе подарили, как ты начал готовиться, ты как плавал? Так же, как сейчас? Нет, смотри, я изначально поставил себе цель, что я достигну САП-20. Я вообще не знал, что это такое. Это когда ты 1 километр проплываешь меньше, чем за 20 минут. Вот. Я эту цель себе поставил. Все, ну, просто в группе все про это говорили. САП-18, САП-16, САП-20. Говорили, даже шапочку особую дают, если ты САП-20 да. И я почему-то Мне себя рассказал. поймал на мысли, что я должен САП-20 сделать. Хотя еще даже ни разу не пробовал километр делать, да, там. Я вот к этому готовился, пока Булат с коллегами не устроили сюрприз на день рождения. Я такой думаю, ну окей. Ну, типа, open water, так open Так water. это же подход, как вот... Я понял, Как шеф ребят. говорит, так, запускаемся в феврале. А сегодня декабрь, да? Вот. Не, я понял, в чем разница. Вот есть люди, которые спрашивают, что для тебя важно, процесс или результат? Вот для Булата важен процесс, Да, верно. для тебя важен результат. Понимаешь? Плавание. Вообще, в целом, да, ну, даже если посмотреть многих там предпринимателей, Зависит. Как его? Мне почему-то в голову разные мысли пошли. Да, у меня тоже, я что-то задумался, где результат, где Вернемся? процесс. Да. Слово года. А то мы сейчас, да. Слово года. Да, давай. Слово года. Должен Я сказать бы что-то подумал, космическое. типа гибкость, не знаю, agility, agile, да? То есть Из в нашей книг- компании из книжки важно быть приведешь. очень гибким, потому что нельзя быть заточенным либо черный, либо белый. Ты должен быть серым по-любому. Везде. Серый? Такие серые кардиналы. Слово года Я серый. думал, ты как этот Брюс Ли скажешь, надо быть водой. Если У тебя тебя наливают все вокруг стакан, воды, ты да? становишься У стакан. тебя даже цитаты вокруг воды, да? Блин, сори, все, я не буду про воду сегодня. Это перебор уже. Хочет сегодня поплавать быстрее. Ну вот, наверное, вот такое слово. Не Да. буду задерживать эту мягкую подушку, передам ее. Да, она уже рвется к Ты губе. решил. Да, прям рвется, не могу. Она какая-то Лиза. большая. Слово года, Так запуск, наверное, да? У вас, наверное, да, год был особенный. Да, год был особенный, потому что я помню, зима. Мне Булат Холода. спрашивает, да, у Лизы, когда, что, почему там курсами так это мало. Я говорю, это образование, оно не терпит, говорю, спешки. И потом наш ментор особо, я говорю, не торопи нас. И все, весной уже мы созрели, и нам поставили срок, дату. И первое ощущение, наверное, вот командности мы ощутили, когда вечером сидели, проверяли каждый чек, странички, и Булат твоим зорким взглядом сидел, говорил, вот, а почему так? Дизайнеры молча уходили, там моментом исправляли. Я помню. F5. Такая стрессовая встреча была. Да, такая F5. И такой F5 обновилась. И вот только обновиться, только все ок. Находится какой-то еще один баг. Ну, это мы пережили. И, наверное, ощущение радости всей нашей команды было, когда первые были уже... Ребята начали регистрироваться на курс. Это вот экспресс-курсы в рамках гранта программы. А потом, когда мы достигли... У нас уже спор пошел, мы ставили себе там... Играли кто сколько, 725, 800. Я говорю, будет, наверное, 1000, говорю. И вот 1100... 1300. Да, 1300 у нас. Это было для нас, да, ощущение, что действительно наш труд, он оценился со стороны внешнего рынка. И это здорово было. И тем более мне, потому что, наверное, была какая-то... Вот здесь стояла вот глубокая ответственность, и наши ментора всегда, вот ребята подходили, говорили, как там, какой фидбэк, там курсы нравятся, я там хорошо выгляжу, нет. Получали разное, но для нас это очень полезно.
Вообще, в целом, потом пошел у нас программа профессии. Это вот такая перегрузка, апгрейд, да. Мы начинали с одной, потом раз, другой. И вот нам на время добежать до канадской границы 15 секунд. И мы это все с менторами. Я-то на 9 этаже получаю инпуты, а потом мне надо спуститься, и менторам этот инпут дать очень мягкий. Причем Гулиза всегда невозмутима, Да. всегда на позитиве, Да. сохраняет. И я всегда их собираю, говорю, вы знаете, ребята, у нас вот так. Они такие, на меня опять. Гулиза, что там меняем? Я говорю, ничего не переживайте, я все с вами, я рядом. Если нужно занятия, я тоже с вами буду. Говорю, там где-то что-то. У нас даже есть вот любимый наша неделя, один раз звонок заботы самым таким нашим требовательным слушателям. И они такие счастливые, когда мы звоним. Здравствуйте, как ваши дела? Какие у вас? Не, все хорошо. То есть с каждой недели мы видим, насколько качественно растут наши ментора, потому что вот эта ответственность, и за каждого... Даже в субботу мы встречались офлайн с ребятами. Это было вот такое... Не все пришли, конечно, у кого возможность было, они подключались онлайн. Мы же очень гибкие. И это тоже было вот ощущение у ребят, вот, наверное, то, что мы так с ним очень... заботливо, наверное, и постоянно переживаем и сопереживаем их прогресс обучения. Вот это для нас важно. А вообще год такой, знаете, для меня очень, наверное, хороший, несмотря на то, что ребят сказали, он интересно нас начался. Я в этом году выиграла лотерею 100 тысяч. В принципе, да. Это было неожиданно. Мы с дочкой пошли, да, купили Сатта Жылдас, да, вот этот. И у меня дочка стирает. Я говорю, а я еще, она стоит такая, говорит, да, мама, говорит, ты что, веришь в чудеса? Я говорю, ну, я же купила, значит, я верю. Говорю. И она раз 100. Он говорит, вот если 3, мам, значит, ты волшебница. И такая, раз, там, говорит, боюсь, говорит, дальше. Я говорю, да блин, стирать, ты что? И там эта кассирша, которая выдает, говорит, у меня таких денег нету, говорит, вам надо подождать, говорит, вам надо сходить в офис. А дочь говорит, не переживайте, я сама лично скажу, говорит, а мне дадут. Ну, вот это было. Второе, наверное, это произошло вот осенью, в сентябре в начале. Наверное, это был знаковым таким, знаете, все будет, ну, хорошо. Если Вселенная мне отправила 100 тысяч. Ну, год для меня, Айден сказал, запуск, наверное, больше командность, потому что каждый из нас, вот здесь кто сидит, он участвовал в этом процессе, и вот эта вот поддержка чувствовалась безумная. То есть, когда ты даже спотыкаешься, это вот прямо ощущение поддержки всегда есть. Начиная от шефа, который всегда писал, звонил, там, как, Гулиза, какие курсы, и мы такие, 7, 6. И сейчас получаем фидбэк уже от внешнего рынка. Такой кайф, когда тебе с Фортобанка пишут, Гулиза, вы не забыли, 2 запуск, вы должны были нам сообщить, мы хотим записаться. Ок, конечно, Алексей, мы не забыли. В апреле мы запустим. А почему так поздно, раньше нельзя? Ну, потому что у нас очень, говорю... Очередь стоит. Вы в порядке очередности. И вот обратилась школа, одна из таких, да, коммерческих, очень известных, покупки ЛМС. То есть они к нам пришли, уже понимая о том, что у нас есть такой портал. Это тоже приятный такой фидбэк. Конечно, это не значит, что мы сделаем, это значит, что у нас есть возможности, и у людей есть интерес к продуктам нашей компании. Обратились с регионального колледжа тоже, которые хотели бы присоединиться к комьюнити Дара, потому что они услышали. У них, конечно, наверное, больше такое будет. Дети маленькие, мы не рассматривали колледжи. И для себя мы сегодня сидели с командой и говорили, у нас Дар университет стал университетом для университета, да, Гулиза? Я говорю, ну, получается, да, говорю, где-то так. Да. Спасибо, да. Гулиза, я вас слушала, мне кажется, вы чаще всего говорили 2 слова. Команда и забота. Да, вот Мне это кажется, вот да. эти, да, 2 Да, слова у меня у вас. Да, это, да, слово год. Угу. Так, кому подушка? Да, кому подушка, Гулиза решает. Но мы можем продолжить. Вот, мне кажется, про запуски. Здесь команда бизнеса и команда тех. У нас яркие 2 представителя этих направлений. Мы хотели избежать этой темы, но, блин, Айден, никак не получится. Все-таки бизнес и тех не всегда друг друга понимают. Вот Я буду так давайте держать, честно. ты можешь бить, короче, да, можно бить подушку. На этих запусках остро ли было? Или все уже гладко, есть опыт, и вы друг друга понимаете? Как решались проблемные вопросы? Когда сроки поджимают? Проблемы именно с бизнес-командой? Да. Мне Больше так и хочется с нами вас лбами столкнуть. Ну, давайте, правда. Больше с нами был. Больше с вами? Не знаю. Вы тоже бизнес-команда? Ну,
начнем с того, что это не совсем проблемы. Для меня это рабочие моменты. Вот. И, конечно, всегда есть какой-то спор, какое-то обсуждение, где мы не согласны друг с другом и начинаем вот эту тему обсуждать и приходить к какому-то общему знаменателю. Вот. И, Вика, ты сама сказала, да, что где-то есть опыт, потому что мы раньше там во времена там того же Кредитона, Дарвиса, да, мы также сталкивались с другими командами бизнеса и где-то там уже нашли подход, да, как бы это правильно, грамотно донести, что нам чего-то не хватает или еще что-то, вот. Поэтому в этот раз, не знаю, я никаких проблем ни с командой там Гулизы, ни с командой Айки не вижу. Может быть, на уровне там других ребят эти проблемы были, но максимально вот решаем путем обсуждения, путем встреч. Вот как-то так. Может быть, у Айки есть проблемы с нами. Айка, давай. Жги. Давай матку правду. Можешь его подушкой побить. Да. Соглашусь с Айденом, что это не проблемы, как сказать, рабочие моменты. Но, однако, у меня, наверное, еще такой взгляд. На самом деле, там, наверное, где-то, особенно если говорить из бизнеса, выделять маркетинг именно, да, и технарей, то мы разговариваем немного на разных языках. Это, понятное дело, есть специфика, терминология, да, которая свойственна конкретно, да, области работы. Вот. И вот на моем веку в дар, так сказать, раньше, например, мне кажется, было меньше общения. И за этот год, на самом деле, вот все слова, которые каждый сегодня назвал, трансформация, изменения, в даре очень хорошие изменения произошли в сторону вот этих еще лучших коммуникаций между пилорами. Вот, потому что вот то, что как это все было в начале, и как сейчас, это прямо разные вещи. Сейчас полностью диалог налажен. И, как говорит мой руководитель Булат, на самом деле, и я это осознала, это все упирается в процессы. То есть они либо работают, либо нет. И просто, по сути, в начале это были не налаженные процессы работы, потому что, оказывается, из этих процессов как бы рождается та самая коммуникация. Вот. Конечно, можно и просто там коммуницировать, бегать друг к другу, но есть и процессы, которые просто нужно отстроить, так сказать, и по ним двигаться, и тогда и коммуникация, в общем, какая-то более стройная случается. Не знаю, меня все поняли или нет, что я хотела донести. Вот. Классные слова. Да, и вот, но у меня лично было, вот у меня прям трансформация в этом плане случилась, то есть как сначала было сложно иногда с технарями там друг друга понять, там вот так, да? всё... Ну, тогда давай, ну-ка, верни мне подушку. Драматургия началась. Но было такое, вот, но это все, я говорю, просто с каждым разом все лучше и лучше. И сейчас я могу сказать, что у нас просто работает это все. И мы друг друга понимаем абсолютно. У нас началось вот это внедрение такое прям активное процессного управления. Мне кажется, это тоже очень хорошо повлияло на всех, потому что стало очень много, когда мы все разложили по полочкам, прописали комитеты, действительно, даже не только вам, мне кажется, все в компании почувствовали, что нам работать стало... По комитетам еще это спор. Да? Давайте поспорим. А вот процесс... мне нравится. Особенно комитеты по понедельникам, да, Булата, которые с 8. И Теперь с 9. до обеда. Слава богу. Теперь с 9. У меня есть что добавить. Да? Вы тут дипломатию играете. Вот я даже точно пройду. Да? Первая проблема – это дизайнеры. Да, у нас была проблема дизайнеров. Был UI-UX-дизайнер в бизнесе, был UI-UX-дизайнер в техе, и они не могли поделить фронт работы. Да. И каждый пытался быть там лидирующим. Кто-то хотел лендинг рисовать, кто-то не хотел лендинг рисовать. И это такая почему-то была большая проблема у нас, которая такая масштабная. По-моему, все были вовлечены в эту проблему. Слава богу, она решена. Решилась она за счет того, что, как Айгерим сказал, мы поделили зоны, все регламентировали. Ты тут лендинг, ты UX, ты до сюда, ты до сюда.
Потом вторая проблема – это глоссарий, слово «запуск». Да. Что такое У техно? технарей слово «запуск» – это когда они взяли в бой, накатили релиз, и они запустились. Вот это слово «запуск». В бизнесе люди используют слово «запуск» уже когда рынок, есть клиент, фидбэк, а там между этими двумя точками есть как бы время. Вот. И когда бизнес говорит о запуске своем, технари говорят о запуске своем, в итоге вот этот отрезок, он исчезает из жизни, а этот отрезок нужен для фиксации проблем, налаживания процессов и так далее. Тоже большой сдвиг, это то, что мы наконец определили, да, разницу. Что еще? Я помню как минимум 3 конфликта, да, между командами, где продукты, которые представители технического пилора говорили, что это все маркетологи, они не знают. Они надо было же догадаться, что там будет мобильное приложение, и нужна адаптивка, потому что трафик на него. Я помню, такой кейс был. Очень много было взаимных обвинений, да. Второе, тоже бизнес жаловался на технарей, что они постоянно с багами все выкатывают и так далее. Сырой продукт, бесконечные ошибки. В итоге все пришло к тому, что мы провалили сроки, это не секрет. И все это процессное управление, про которое, Вик, вы говорите, это же следствие. Следствие вот такой проблемы. Но это хорошо, потому что проблема, она же является неким основанием для конструктивных изменений, опять же, трансформации. И мы это прошли. Честно, хочется, чтобы гармония соблюдалась, но ее не будет. В частности, когда слишком много гармонии, то люди начинают закрывать глаза, начинают... Мы же не любим в зоне комфорта. Да, начинают дружить, это надо... Она, наверное, не подумала, или он, наверное, не знал. Эти аргументы. Я буду пытаться, чтобы их не было в нашей жизни, чтобы все так же топили. Но я рад, потому что никто из нас не разругался. Да. Все продолжаем двигаться вперед. Наверное, это и прелесть нашей культуры. Да? Все открыто, в лоб. И еще я помню, как однажды, помните, на субботних сессиях, я говорю: так, ребят, теперь мы будем говорить правду друг другу. Первая — Гулиза. Всех люблю, да? И Гулиза такая: вы знаете, там с договорами есть проблемы. И Лаура такая: раз. А что именно? Какие проблемы? Такая встреча, я уже чувствую напряги там. Да, такая хрестоматийная ситуация, когда особенно две менеджера, девушки, начинают конфликтовать, да, там же эмоции подключаются. И я такой: давайте. Да. Сессия была очень полезная. Да, Потом кстати. все выговорились, как психотерапевты, потом пошли. Это коллективная сессия же была. Я Психосессия. навыки врубил психотерапевт. После этой встречи, наверное, первого разговора, я же начала выступать после. Все такие мягко начали говорить, потому что боялись опять такого. Да. Да. Гулиза, Лаура, потом Ярик, качество продукта плохое. Айка не успевает просто. Айка сразу в оправдательный такой режим. Вот. Меня, походу, не было на этой встрече. Да, тебя не было. Ты, по-моему, спал. Или плавал. Или плавал. У тебя 2 глагола. Не, это было... Или он был В отпуске. Не, уехал, по-моему, куда-то, что-то такое. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, конфликты были, они разрешились, впереди много новых, мы их также будем решать. На самом деле мы на пороге больших запусков, то есть мы тут еще даже не запустились, и такие проблемки, да, во время запусков еще жарче будет. Телефон будет, наверное, уже там в 8 утра разрываться. Вот, очень жду этих моментов, да, потому что они так в тонусе держат. Вот мы плавно переходим, да, к планам на следующий год. Влад, может, вы тогда продолжите? Давайте я дам какую-нибудь подушечку, что я много говорю. Давайте. Почему опять Мирас? Мирас. Как хочешь. Кому хочешь, тому давай. Мирас же прошлое, Там это Гера всегда 1 подсказывает, год. киньте. Можно личные планы, Мирас, на следующий год? Дары выросли волосы. Женюсь. Личные планы. Да, 2023 год. Честно, я... Бодибилдингом заниматься. Что? Бодибилдингом заниматься. Бодибилдинг? Да нет, что вы.
это осталось далеко в прошлом, когда мы следили за своей фигурой ради того, чтобы что-то там показать. Да. Объективизация Мирас. Сейчас просто Когда генетика подушку такая. берешь, реально как 50-летний начинаешь. Так, ну какие планы на 23-й год? Ну, из личных, честно говоря, не знаю такого, чтобы, капец, я планировал. Ты вообще планируешь год? Ты пишешь какие-то листы, там, пожелания? Ну, наверное, нет. Потом Именно сжигаешь я пьешь не пишу, нет, ничего шампанское. такого. Не. Ну что ты хочешь прочитать в следующем году, посмотреть? Мы с Айденом такие списки ведем. Не, вообще из целей, планов я хочу слетать в Штаты. Где-то, ну, хотя бы на 3 недели, может быть, может, на месяц. Вот. Но, Вернуться? ну, конечно. Ну, а через месяц я что, умру там, что ли? Вот, из таких, наверное, личных планов по путешествию. А виза есть? Виза есть, Это наша да, я прям ее болевая получил. такая тема. Я ее получил на 10 лет за год до ковида. Вовремя, да? Да, вовремя. Там просто пошел слушок, что после Нового года все тебе перестанут выдавать визу, и поэтому быстренько я подал. Хотите, расскажу случай про то, как я визу получал? Да. Короче говоря, я пришел на интервью, и говорят, вот, чем занимаетесь? Я говорю, ну, там, предприниматель, так и так. Чем занимаетесь? Ну, там, допустим, IT-компания, как называется? А там все указываешь. И там написано, компания называется PeopleSoft, да? Он такой, а почему, короче, вы используете американские названия? Почему вы не назвались компанией Макдональдс? Я такой, что за странный вопрос? Я говорю, ну, потому что в Казахстане ЕГОВ позволяет тебе зарегистрировать как PeopleSoft, потому что нет других компаний PeopleSoft. Он говорит, ну, это же американская компания. Я говорю, ну, да, это в Америке. И потом ее Oracle купил, и как бы эта компания уже не существует. Какие ко мне претензии? Он, короче, со мной поругался жестко. В Астане консул? Нет, здесь, в Алмате. Это, получается, сразу подавал с собой и с мамой. И мама такая, замолчи, не ругайся. Я думаю, пофиг, откажешь, пошел нафиг. Короче, что-то я психанул тоже. Правильно. И мама такая, прям готовлюсь ничего, мы морально. поменяем, мы закроем компанию, вообще не проблема. И самое удивительное, что я думал, мне точно откажут. И на следующий день, после интервью, мне звонят, алло, здравствуйте, где доставка DHL, ваш паспорт готов. На следующий день мне уже одобрили и доставили. Да. Да, ну, 2 паспорта. И я, конечно, был удивлен. Может, не знаю, это стресс-тест был какой-то. Ну, в общем, вот так я получил. Маме тоже спасибо, надо сказать, Да. вовремя Да. там тебе. Она вовремя сказала ключевое слово «поменяем». Да. Ну, так и не поменяли. Вот, поэтому из цели, наверное, поехать в Штаты, посмотреть, как там Сан-Франциско, как там Остин, Техас. Мне вот интересно вообще, как айтишники там двигаются. Передаю. Давай, Айки. Айки такая. Опа. Что, планы на год? Я что-то ничего не придумала. Времени это дом, работа, скажи. 31-го, думаю, обычно в 11. Айка, ну запуски ты уже расписала, теперь можешь о личном подумать. Роудмапом. Да, может, да, бизнес-план, да. О личном? Ну, давайте начнем со списков. Вообще, каждый год я такая думаю, сейчас напишу список, сделаю карту желаний. И, если честно, я никогда не успеваю это сделать в декабре. Потом это у меня происходит где-то в январе-феврале. Ну, карта желаний, это, конечно, я пошутила. Ну, какой-то список я веду. Я, ну, типа, стараюсь верить в то, что на бумаге, оно потом как бы должно сбыться. Вот. По фану могу даже шампанским выпить Почему какую-нибудь нет? бумажку. А ты когда это... Ты просто список пишешь или вырезаешь? И клеишь? Карта желаний же. Это же карта желаний. Клеишь, это вот Но карта не желаний. успевает, видишь, да. Честно? Поэтому не Честно. сбывается. Да? Когда-то она у меня была. Да, Я просто её видел ее Да. у себя в шкафу. А, да? Запустить 2000. У жены. Ну, все через это проходят, короче. Вот. Не, Ну, прикольно, ты еще радуешься, когда она говорит, смотри, сбылось, и ты такой смотришь, что... А там а даже я не знаю, близко, Я только в следующий раз наклей что-нибудь там покруче.
интересно, что мы в работе строим роудмап, реально все так планируем, четко, да, именно по работе. А по своей, не знаю, жизни такого роудмапа почему-то нет. Ну, у меня точно нет, может, у вас, конечно, есть, но я не наблюдал, чтобы кто-то реально планировал на год, там, по кварталам, я добьюсь вот этого, я добьюсь того-то. Ну, мы раньше такое делали на работе. ИПРы, помните, мы делали? ИПРы. Нет, да я тоже так не делаю. И, кстати, в поддержку этого я даже скажу, что вот из желаний на следующий год как раз вот я немножко по-личному хотела бы... Булат не будет рад. Сразу нет. Я хотел бы Ни на месяц. декретов, ни замужества. Один уже в Штаты на месяц едет. Я Сейчас не Айка могу. уедет. На Бали хочу пожить. Нет, Булат всегда говорит, что нет такого work-life balance. Но я немножечко хочу его сбалансировать. Правильно. Ну, то есть я немножко хочу где-то там хобби тоже приобрести, так сказать. Я, в принципе, спортом занимаюсь, но иногда я понимаю, что у меня в приоритете работа в этом году была вот просто точно на первом месте вообще. Сейчас немножечко хочу сбалансировать, там, чтобы на все находилось время. И, может быть, чуть-чуть в спорте тоже поменять направление, там, кроме джима, да, просто качки, может быть, танцы, что-нибудь более творческое попробовать. Вообще, я всегда хотела походить на вокал, хотя я и так люблю петь, раньше в хоре занималась, но хочу вот попробовать что-нибудь творческое. Вот. Айка шикарно поет. Спасибо, ты Сколько уже раз на были в одном караоке. говорил в Это- подкасте. Ну, пусть все знают. Давай. Новые зрители. Близов. Вы так готовитесь, прям я вижу, что вы приготовили. Вот так вижу, прям вниз сейчас, я скажу. вот Все это. вот Да, так да, берете и волосы убираете. Суфлерский После текст. каждого кричит. волоса остается. Давайте соберем. Вроде коротко стрижем. Наши, наверное. Я тоже не строю планы. Ну, не знаю, как-то... Дети пишут часто. В конце года они уже со мной делятся не с тем текстом январским, а декабрьским. У нас есть такой традишн в семье. Вообще на Новый год мы покупаем всегда вот эти яички и начинаем, ну, уже там, ночью и стараемся, ну, как бы разгадать то, что вот есть. Там еще прикольные вещи попадают. Ну, а дети уже в декабре со мной как бы делятся, что они достигли, нет. Радуемся. Иногда, конечно, где-то что-то у них не исполняется. А я, ну, то, что я хочу в этом году, у нас есть свой книжный клуб среди подруг, и мы немного хотим спланировать. У нас чтение книг было, ну, в основном такое сумбурное. В этом году мы хотим прочитать наших классиков ранних, такой период. Они вообще другие даже сама стилистика у них была. И для себя открыть мир наших классических, да, писателей в ранний период. Ну, это вот такая наша цель. Это вот мы решили недавно, на последней встрече 2022 года. По работе, конечно, вообще идеи космос. Сегодня получили инпуты от шефа. Вообще космос теперь мы. И я думаю, что как Айка мы в коридоре встретились, сделаем нормально все. То есть если мы думаем, что вместе мы сможем преодолеть. Ну, то есть такие обыденные, наверное. Радоваться уметь каждому дню, каждой победе нашей компании. Вот это вот здорово же. Получать такой драйв. Приходишь на работу, видишь такие улыбающие лица. Вот это, наверное, стоит, да? Даже какой-то там бывает косячок. И оно переживается как-то легко. Ну, вот это самое главное, да. Тебе. Делись, Оушен. Волос нет. Я все почистила тебе. Всё тогда. Так, там Вика чуть-чуть уже сказала, да, что у нас есть списки. Немного про списки. В общем, когда-то давно создал в сотке 2 списка. Один называется «К прочтению», другой называется «К просмотру». Вот, и каждый раз, когда я вижу какую-то книгу или отрывок, или про какую-то книгу, да, там кто-то говорит еще что-то, я всегда эту книгу, ну, там, читаю небольшое там оглавление какое-то, да, и понимаю, я должен прочитать ее или нет. Если да, то я заношу себе в список. Ну, то есть и этот список пополняется, а потом я там постоянно ставлю галочку, что я ее прочитал. И то же самое с просмотрами. Вот вижу какой-то отрывок фильма, или кто-то говорит, вот
был такой фильм прям под эту ситуацию. Я такой думаю, этот фильм надо посмотреть. И заношу список. Потом я, там, пошел дальше, начал рядом писать рейтинги. Да, жанр, короче. Бывает же такое, не знаю, вот сейчас часто люди делают там в сторис, посоветуйте фильм, а ты такой список открываешь, так, что вы посмотрели? Конкретно тебе ничего не посоветую. 8, да, или с рейтингом 7? Я имею в виду, когда ты сам что-то хочешь посмотреть, ты открываешь список и думаешь, так, сейчас я ниже рейтинга в 8 не готов смотреть. Я только посмотрю фильм, у которого нормальный рейтинг, и там выбираешь. Вот, на следующий год, опять-таки, это по заплыву. Это вот мы с Булатом будем в июне на 5,5 на Half Ocean Man готовиться. Дальше там очень много заплывов сразу подряд идут. Кстати, вот здесь вот можно сразу, да, такой небольшой запрос. Может быть, мы там организуем какой-нибудь корпоративный выезд? Корпоративный заплыв или корпоративный, да, выезд? Может быть. Как грустно сказать. Может быть. Мне нравится, как Зарина просто Булата сейчас перед камерой так аккуратно. Я правильно ответил? Да, может быть. Куремес, да? Да. Вот, заплыв будет 16-17 числа в Милане, Лаго де Орта. Вот. И... Я вот тоже недавно узнал, что это Милан, обрадовался. Да. А потом там просто череда заплывов, и у нас будет в Копчегае, да, вот. Вот туда вы нас и приглашаете, я так понимаю, да, а не в Милан. Вот там мы можем корпоратив точно организовать. На Копчегае пансионат Казахстан, 2 звезды. Все понятно, да, там корпоративы будут. Будем смотреть. Если мы Half Ocean Man сделаем нормально, то, конечно, пойдем дальше на Ocean Man. Полноценный, 10 километров. Просто хочется сперва Пойдем проверить. это вместе с Булатом? Я говорю, он за меня решает. Пойдем. На крайняк мы ему подарим по какому-то случаю. Слот просто. Вот. Еще что из личного, да, я не знаю, где-то я с коллегами согласен, где-то я не составляю эти списки. То есть никогда у меня нет такого. Вот только 2 списка, это по просмотру и прочтению. А вот именно такие какие-то цели, они приходят не только в декабре, да, там условно. Не могу я там 31-го сессии сказать, все, я там буду вот так делать. Это вот приходит так, что там, не знаю, в феврале с чем-то ты столкнешься, и такой думаешь, в этом, оказывается, надо прокачаться, да, там здесь не хватает, вот здесь там знаний не хватает, здесь навыков не хватает, здесь там, или там даже, не знаю, поговорил с кем-то, да, а он в этом там ас, и он просто тебя вдохновил, не знаю, крутой чел, ты думаешь, я тоже так хочу, и там начинаешь вот в этом направлении. Поэтому... Для тебя Новый год такая не отсечка, да? Да, у меня прошлые года это не как у Мираса, конечно, не 1 год, я там могу их поделить. Я там знаю примерно, что когда было. Сегодня и вчера. Я вообще боялся, что там Мирас... Жизнь делится по заплывам. Сейчас всего 2 части жизни. До заплыва, после. А потом я напишу книгу, да? «Жизнь после заплыва». Айдана Зачем я Тойбаева. это сделал? Курс создай, у нас же платформа есть, да. Да. Гулиза. Да. Гулиза. Зачем вам маркетологи? Продакт плейсмент. Вот так. И спонсор сегодняшнего Можете вечера. еще когда такие ставки делаете? Вам еще когда такие ставки делаете, надо на камеру. Надо было одеть мерч ваш. Да. Так что вот, примерно как-то так. Кстати, добавлю вопрос ко всем коллегам, если можно, да? Насчет списков. Вы верите или были ли у вас случаи, когда вы что-то написали на бумаге, да, и есть какая-то магия бумаги, ты написал, и это почему-то происходит? Вот у меня был один такой кейс в жизни. Хотел вот у вас узнать, если есть, расскажите. Ты расскажи про свой кейс уже интересно. Ты заинтриговал? Ладно, он специально Да, так сделал. запись не идет просто. Ему просто подушка понравилась. Да. Ладно. У меня был кейс, когда мне нужно было продать машину, и я ее год не мог продать. Вот Ты реально. на задней лобовой написал «продам машину». Там сжег и съел. На Новый год, да? Да, реально я не мог продать. И такой думал, ладно, напишу, написал на бумаге, продам машину за такую-то сумму.
такой, и лег спать. Ну, есть же анекдот про то, что мужчина там нашел золотую рыбку, загадал желание, что хочешь, хочу стать там, выиграть $1 миллион, потом ничего не выиграл, поймал опять рыбку, говорит, ах ты рыбка плохая, ну ты дурак, ты бы хотя бы лотерейный билет взял, да? И вот я вспомнил этот анекдот, думал, блин, что я написал, мне же хотя бы объявление надо выставить. Пошел, короче. До этого, оказывается, почему не продал? Так вот оно что. Так вот оно что. Никто Короче, не знал, что ты продаешь машину. Но он ее продавал. Маркетологов не было. не, конечно, я выставлял. Но когда ты пишешь и выставляешь, это работает. Короче, я выставил, утром в 8 утра меня начинает бомбить первый покупатель. Вот я с семьей еду, я у тебя точно куплю. Короче, билет взял, все, жди меня в 12. Ладно. Это популярно, да, заметил? Мне постоянно Семеев, Сушкамана, Скарагазды из Павлодара, но никогда не доезжает. Не, он доехал, в смысле, он звонил, но перед ним уже еще 3 приехали, скинули ему просто задаток на Каспий. Говорит, все, я приеду. Ты даже не смотрел, мне все равно, я приеду, заберу. То есть был очень большой ажиотаж. В итоге они стояли у капота и торговались, кто больше даст. Да, в итоге я продал еще дороже. Тебе надо было сразу вытащить бумагу и... Чем дороже, тем лучше. Зачеркнуть, да? Сумму, да. Ну вот, у меня такой кейс был, я такой, нифига себе, работает. Ребята, у вас были такие? Магия А бумажная. ты перед того, что написал, У меня что было. переплывал Давай, за расскажи. столько-то минут? Да. Перед Оушенменом я тренировался, а не писал. Каждый день писал. Перед тем, как прыгнуть в бассейн, напишу. Вот он написал, записаться на плавание, да? Пошел, записался. Оказывается, работает. Надо тренироваться. Вот у Айки был случай. Давай, Айка, слушаем. Давайте. Я недавно просто поймала себя на мысли, что я вспомнила, что я когда-то, когда я очень хотела сменить работу, но я там все работала и работала на этом. Я написал заявление, я пришел. Сказала, работала. И у тебя нет. Магия, да? Написал заявление. Просто заявление написал и сработало. Написала от руки. Нет. И у меня очень было много, честно говоря, я работала в этой компании, но у меня при этом было очень много собеседований, но все предложения были все не так, и все не то, короче говоря. И я не могла уйти с того места, в котором не очень комфортно было. И, в общем, я написала в списке желаний, что, в принципе, как я вижу себя, причем через какое-то время. Ну, и я еще прокачалась. Да, я там прокачалась, мне там рассказали, что надо, оказывается, как-то особым образом написать. В общем, я так написала. Коучинг-сессию прошла. Да. А-ля Блиновская. Стыдно За признаться, 20 тысяч было, тенге. да. Ну, я молода была, глупа. Но, с другой стороны, сработало. В итоге... Они же как-то жить должны, эти В общем, я инфо-цыгане. написала, что я хочу... Ну, я вижу себя там в красивом офисе, что вот у меня классный коллектив, у нас хороший... У нас хорошее... Ну, типа, в коллективе все классно, общение классное. И, в общем, недавно я поймала себя на мысли, что вот это оно ведь и сбылось, потому что я, и как Гулиза сказала, я сейчас себя ловлю на мысли, что я с радостью иду на работу к своим коллегам, к своему руководителю. Пусть смеются, да, мы что магию знаем это. Нет, все серьезно. Да, я Вот одно из желаний сбылось. А ты вот сказала, по-особенному написать это как? А формулировать надо что? Это не как? вот Правильно граф нужно Монте-Кристо, формулировать. Еще? Рукой, чтобы никто не узнал. Да. Нет. Не такое? Нет. Окей. Я тебе потом расскажу. И вы знаете тоже один Давайте прикол. тренинг проведешь, Айка, да. Да, вот, кстати, прикол визуализации. Визуализация желаний. Может, Визуально прямо здесь забыли. еще, продакшн здесь. На камеру. Да, рекламная пауза. Дарью сегодня, смотрите, как прям продает. Не, вы знаете, вот касательно визуализации, я тоже написала на 2021, помню. Потом я забыла про это. Причем такой огромный плакат. Мне тоже там девчонки, мои подружки мне потом понасоветовали. Я сделала, написала, оставила. И вот недавно нашла, он, оказывается, сзади в шкафу. Я куда-то его там пихнула. В общем, нашла, смотрю. Практически все, практически так же то, что я прописала, только я туда приплюсовала один год. Ну, то есть он не на 21-й осуществился, а на 22-й. А по факту я с 20-го писала на Главное, 21-й. осуществился. Да, поэтому такое тоже, кажется, бывает. Магия шкафа. Магия ошибки.
Классно. А у нас предновогодняя программа, и в это время всегда хочется верить в чудеса. Мне кажется, сейчас, вот не зря Мирас ты эту тему поднял, у нас есть итоги, у нас есть цели, у нас есть прописанные мейлстоуны, экшн-планы, но хочется немного чуда, да, чтобы наши желания осуществлялись легко, чтобы мы, да, может, визуализировали, пусть будет какая-то магия в этом. Мы где-то написали, зафиксировали, у каждого свой ритуал, обряд, как бы мы это ни сформулировали. Но давайте верить в чудо, давайте верить в то, что следующий год будет лучше, спокойнее для нас всех, что мы успешно запустим все наши проекты. Будет трудно, но я уверена абсолютно, что будет драйвово, что будет классно, что мы все будем гореть, что мы все будем бежать на работу, потому что мы любим это, мы любим дар, мы любим друг друга, мы любим работать в этой команде с шефом. Хочется каждому из нас, из нашей большой компании, дружной семьи пожелать хорошего Нового года. Давайте сейчас отключимся ненадолго от того, что у нас здесь есть, уделим время себе, своей семье, потому что все-таки Новый год — семейный праздник. И потом с новыми силами, когда там 4-го, да, с заряженной, полной энергией будем встречаться и перейдем к нашим экшн-планам, запускам. Спасибо всем, что мы сегодня собрались, что вы нашли время в эти такие занятые предновогодние дни. Увидимся в новом году. Спасибо.